Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». Из студии в Вашингтоне с вами Наташа Мозговая. Главное в программе сегодня – гуманитарный кризис в Дебальцеве. Год после Сочинской Олимпиады рабочие мигранты до сих пор ждут оплаты за свой труд. Министр иностранных дел Грузии о планах открыть тренировочный центр НАТО. Сергей, как обычно, начинаем с Праги. Вам слово. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Из городов Донецкой области, которые в эти дни подвергаются постоянному обстрелу со всех сторон, украинские спасатели продолжают вывозить людей. За неделю из Дебальцева, Авдеевки и Светлодарска эвакуировали почти 2500 человек. Но это далеко не все, кто хочет уехать и сегодня уже потерял надежду на прекращение огня. ООН обнародовала последние официальные данные о погибших в Украине. С апреля прошлого года убиты 5358 человек. В Дебальцево в эти дни погибших не успевают хоронить. Сложно найти дом, который бы не пострадал от обстрелов. Зинаида Бурская. Летит, успел где-то ухилиться, все. Кто не успел, сколько людей лежит во дворах, накрытые одеялами. Их негде хоронить, потому что кладбище... Никто ж не будет рыть при таких обстрелах. Каждый день в Дебальцево новые разрушения и новые погибшие. А Дебальцево уже до такой степени разбито. По любой улице идешь, половину домов разрушенных, разбитых, в огне пылают. Еще в пятницу к зданию горосполкома люди приходили за водой и гуманитарной помощью. Отсюда же отправлялись автобусы, на которых эвакуировали жителей Дебальцева. Но в воскресенье центр города был обстрелян. Несколько жителей получили ранения, а горосполком остался без стекол. Скажите, пожалуйста, сегодня были автобусы, которые людей вывозят? Не было. Сегодня пока два маленьких вот это было. Частники возят. Все. Обещают, звонят, что говорят, что-то по Светлодарке не было ни одного. Потому что сильно стреляют, и они не выезжают. Боятся ехать. С самого утра 80 человек ждут автобусов в разбитом здании. Понятно, откуда обстреливают? С какой стороны? Да, понятно. Это вот со всех сторон. Со всех сторон стреляют. Лупят в черте города, полностью идет бой. Конечно, как может бой? Выходите в поля, пожалуйста, ребята, выясняйте отношения. Что же вы делаете с мирным населением, в конце концов? Сколько человек живет в этом подвале, не знают даже его обитатели. Говорят, 30-40, в зависимости от интенсивности стрельбы. Таких подвалов в Дебальцево десятки. На Донбассе выходцы из Чечни воюют по разные стороны баррикад. На Медне погиб командир чеченского батальона имени Дудаева Иса Мунаев. Губернатор Луганской области Геннадий Москаль показал последнее совместное фото с погибшим командиром и его воинами. Мы время от времени общались, и сам Мунаев, и его бойцы носили украинскую символику, были патриотами Украины, сказал губернатор. В батальон имени Дудаева входят чеченцы, русские, украинцы и грузины. И вот как несколько месяцев назад сам Иса Мунаев в интервью нашему корреспонденту объяснял, почему он приехал воевать за Украину. Есть такое понятие – отдавать долги. Когда нам было тяжело, когда мы очень нуждались в помощи, братский народ Украины в лице лучших сынов Украины оказали моему народу, моей родине, Чеченской Республике Ичкерия помощь. И мы решили, что нам пора платить по счетам. И смотрите далее. Наш американский коллега Ал Пессин прислал материал из города Артемовск Донецкой области, где он встречался с местными жителями. Это небольшое невзрачное здание в жилом районе стало убежищем. Если использовать терминологию международного права, этих людей можно назвать внутренне перемещенными лицами, однако они называют себя беженцами. Я вчера привезла сюда 90-летнюю маму, потому что ночью упал снаряд, в 10 часов вечера упала мина прямо около нашего окна и все разнесло. Я видела эти взрывы снарядов, я видела эти бомбежки, и даже в подвале было сидеть страшно. Я боялась ночью спать, боялась заснуть, что дом взорвется. Приходится часто переезжать с места на место, причем иногда нет другого выхода. В этих условиях страдают дети, которым приходится менять школы, приспосабливаться к новым условиям. Дети скучают по своим друзьям, по родным, которые остались дома. Периодически созваниваемся с моими друзьями из Авдеевки, насколько это возможно, потому что связи нету, света нету, возможности заряжать телефон очень мала. Здесь, в Артемьевске, находясь в относительной безопасности, они заводят новых друзей, получают зимнюю одежду,
собранную благотворительными Знаете, организациями. когда нам приходит помощь там, продуктами, вещами, потому что мы выехали в шортах, в футболках, полностью мы сейчас одеты. Просто греет сердце даже, что о нас мир думает. Мы не одни, мы это пройдем. Дети ходят в школу, умудряются даже посещать музыкальные школы. Мы всячески стараемся, чтобы их жизнь хотя бы чуть-чуть приближалась к той, которую мы имели. Эти люди говорят, что надеются когда-нибудь вернуться домой. Однако начавшиеся в субботу мирные переговоры завершились ничем всего через несколько часов. Обе стороны продолжают обвинять друг друга. Какое-то время эти люди, скорее всего, проведут здесь, если не придется переехать еще дальше, на запад. Российский паспорт и свидетельство о рождении больше не основание для въезда в Украину. Премьер Яценюк подписывает постановление. С 1 марта граждане России будут въезжать в Украину исключительно по заграничным паспортам. Тем временем, при всех гуманитарных проблемах на Донбассе и претензиях активистов к командованию армии, украинцы воюют на своей земле и за свою независимость. Причем украинские женщины готовятся воевать плечом к плечу со своими мужчинами в зоне АТО. Желающим получить военные навыки помогает общественная организация «Украинская женская стража». На одном из таких занятий побывала корреспондент программы «Настоящее время» в Киеве Юлия Дрозд. Пока украинские мужчины участвуют в антитеррористической операции на востоке Украины, женщины времени не теряют. Общественная организация «Украинская женская стража» проводит курсы профессиональной военной подготовки для женщин. Женщина в любом случае никуда не девается от войны. Физически она тоже в этой войне. Она должна поддерживать мужа. Многие желающие уже прошли нашу подготовку и сейчас находятся на передовой. Украинская женская стража возникла с началом АТО для подготовки украинок по всей Украине к помощи военным на фронте, госпиталях, а также для формирования боевых спецподразделений. Важно, что мы используем опыт таких стран, как Израиль, Швейцария. Большие утраты на фронте случаются из-за нехватки знаний. Образован значит вооружен. Тренинги включают оказание домедицинской помощи в условиях боевых действий, навыки владения оружием и основы выживания. Занятия проводят военные, медики и психологи. Я считаю, что это важно для каждого, быть осознанным человеком, уметь помочь себе, своим близким и, возможно, людям, которые просто оказались в беде. Принять участие в занятии может любой желающий не моложе 14 лет. Все, что необходимо, это удобная одежда, тетрадь и желание учиться. Примерно треть участниц – волонтеры, которые регулярно ездят в зону АТО и уже не раз выходили из сложных ситуаций благодаря приобретенным навыкам. После сегодняшнего тренинга я поняла, что какие-то вещи при обстрелах, например, очень часто, к сожалению, приходится попадать под обстрелы, понимаешь, что какие-то вещи делаешь правильно, какие-то вещи делаешь неправильно. Затяжной войны не хочется никому, но девушки готовы встретить ее во всеоружии. Конечно, очень не хочется, чтобы когда-нибудь пришлось применять оружие. Понимаю, что знать это надо. Юлия Дрозд, «Настоящее время». Из-за длительного голодания у Надежды Савченко могут начаться необратимые процессы в организме, заявляют киевские врачи. Вывести ее из такого состояния будет крайне трудно. Сейчас это половина человека в очень плохом состоянии кожи, говорит о Надежде ее сестра Вера. Украинская летчица, содержащаяся в больнице СИЗО «Матросская тишина» в Москве, похудела на 18 килограммов и отказывается прекращать голодовку. Российская сторона обвиняет Савченко в причастности к убийству на Донбассе 2 российских журналистов и незаконном пересечении украино-российской границы. Мы связались с адвокатом арестованной Ильей Новиковым. Если честно, мы, защитники, не рассматриваем это дело как какую-то серьезную составную часть истории. Мы не считаем, что возможен вариант, при котором Надежду освободят по делу об убийстве, но при этом она останется по страже по делу о пересечении границы. Мы рассматриваем это только как довесок, который нам может немного осложнить работу, но он не повлияет принципиально на судьбу Надежды. Полагаем, что она может быть решена только целиком, в положительном смысле, может быть решена только целиком, как часть политического решения. Сейчас компромисс такой, что врачи могут ей колоть все, что им угодно, она прежнему отказывается от любой еды, она пьет в день 2 литра воды и поддерживается на тех уколах, которые ей назначают. Вот. На сегодняшний день это фиксирует такой баланс, то есть она, конечно, называя вещи своими именами, она умирает, но умирает медленно. Это программа «Настоящее время». И далее у нас эфир из Вашингтона. Издание The Wall Street Journal сегодня вышло с материалом о том, что правительство США может предоставить Украине противотанковые ракеты, стрелковое оружие и боеприпасы. Наташа, ждем от вас подробностей.
Да, Сергей, статьи и колонки мнений, посвященные кризису в Украине, появляются в американской прессе ежедневно. В «Нью-Йорк Таймс» сегодня большой репортаж из Горловки под заголовком «После получения помощи от России повстанцы в Украине настроены оптимистично». Там же канцлер Германии исключает помощь Украине оружием, хотя Ангела Меркель подчеркивает, что пока Россия продолжает агрессивные действия в Украине, санкции против нее должны оставаться в силе. И редакторская колонка «Вашингтон-Пост». Оборонительное оружие могло бы сдерживать Россию так, как не могут санкции. В Вашингтоне также обнародован новый доклад, авторы которого, бывшие высокопоставленные дипломаты и военные, рекомендуют Белому дому выделить на военную помощь Украине $3 миллиарда в течение ближайших 3 лет и предоставить Украине летальное оборонительное вооружение, причем как можно раньше. На представлении этого доклада в Вашингтонском Атлантическом совете был наш корреспондент Александр Панов, который сегодня гость студии. Саш, авторы доклада действительно считают, что поставки американского оружия Украине остановят конфликт на востоке страны? Наташа, вот этот доклад, у него довольно жесткое название, что должны сделать США и НАТО для сохранения независимости Украины и отражения агрессии России. Коллектив из 8 авторов, бывшие дипломаты и военачальники, заместители госсекретаря и министра обороны, послы в Киеве и постпред США в НАТО, командующие войсками в Европе, провели в прошлом месяце встречи в Брюсселе, штаб-квартире НАТО, и в Киеве и Краматорске, где встречались с политиками и военными. Главная рекомендация Белому дому – резко увеличить объем военной помощи Украине, в том числе летального оборонительного оружия. Напомню, что американское правительство в прошлом году обязалось выделить $120 миллионов на так называемую нелетальную военную помощь. Половина поставок уже осуществлена. Закон в поддержку свободы Украины, принятый Конгрессом в конце прошлого года, дал президенту полномочия выделить $350 миллионов на летальные и нелетальные военные поставки. Новый доклад рекомендует Обаме выделить $1 миллиард в этом году и еще 2 в ближайшие 2 финансовые года. И призывает страны НАТО оказывать военную помощь Киеву поставками вооружения и техники, особенно из Восточной и Центральной Европы, той, которая может соответствовать вооружениям украинской армии. Это еще бывшая советская военная техника. Вот что сказал в интервью один из авторов, бывший посол США в Украине Джон Хербст. Кремль увеличивает агрессию в Украине. Сепаратисты, которые являются марионетками в руках Кремля, ведут сейчас наступление под Мариуполем и Дебальцево. И для Соединенных Штатов очень важно предоставить украинской армии серьезное военное оборудование, в том числе летальное, оборонительное, прямо сейчас. Я не могу с уверенностью сказать, что так именно произойдет. Мы надеемся, что наш доклад убедит президента, что такие поставки нужны, но, возможно, это займет время. Конгрессу нужно принять новый закон о выделении денег на военную помощь Украине. Речь идет не только об Украине, убеждены авторы доклада. Если российский лидер увидит, что США поставляют больше оружия, если потери среди отпускников-добровольцев, российских кадровых военных будут расти, если больше натовских солдат появится в странах Балтии, возможно, тогда Россия согласится на прекращение огня и оставит замыслы создавать новые замороженные конфликты на постсоветском пространстве. Такое вот принуждение к миру, если пользоваться кремлевской лексикой. О Крыме в докладе речь пока не идет. Нет и рекомендации вводить в Украину американские войска. Оценка Андрея Ларионова, бывшего советника российского президента. Первый документ, который с американской стороны, со стороны людей, которые, хотя и не являются сейчас непосредственно сотрудниками администрации, но которые были в разных администрациях, которые имеют очень серьезные связи, которые являются влиятельными в американском истеблишменте, называют вещи своими именами. Это война. Это не гибридная война, это настоящая война. Только заклинаниями, ссылками на Библию и на какие-то другие важные документы эту проблему не решить. Авторы сказали, что в администрации Белого дома назвали их документ очень своевременным. Президент Обама сейчас обдумывает эти и другие предложения. Решение о поставках летального оружия Вашингтоном пока не принято. Но, похоже, здесь начинают понимать, что одними санкциями при нынешнем объеме военной помощи Киеву войну не остановишь. Спасибо, Саша. Гость нашей вашингтонской студии Александр Панов, наш корреспондент. Между тем, официальная позиция американской администрации по данному вопросу пока не изменилась. Вот что сказала пресс-секретарь Госдепартамента Джен Псаки в беседе с нашим корреспондентом Татьяной Харченко.
Никому не хочется роста насилия. Очевидно, что Россия несет ответственность за то, что происходит в Украине. Но я думаю, что приверженность США этой проблеме говорит сама за себя. Практически каждый человек из руководства страны говорил об этом, посещал Украину, а также представляли самый широкий спектр помощи. Граждане Украины должны знать, что мы поддерживаем их, что мы уверены в том, что действия России и сепаратистов, которых она поддерживает, незаконны. Мы не остановимся, мы не отступим назад. Но в интересах всех разрешить это дипломатическим и мирным путем, а не заниматься эскалацией насилия. До конца нынешнего года в Грузии должен открыться тренировочный центр НАТО. Согласно заявлению заместителя генерального секретаря Альянса Александра Вершбоу, это поможет Грузии усилить сектор оборонной безопасности. В Москве не раз выражали обеспокоенность планами размещения на территории Грузии военной инфраструктуры НАТО и тем, что это создаст угрозу стабильности на Южном Кавказе. Комментарий министра иностранных дел Грузии Тамар Беручишвили. Это очень важный элемент для Грузии и шаг вперед к членству в НАТО. Это увеличивает совместимость. Соглашение о тренировочном центре было достигнуто между Грузией и НАТО. Центр не направлен против кого-либо. Мы верим, что от этого только выиграет стабильность в регионе. Мы очень надеемся, что этот тренировочный центр в самое ближайшее время начнет работу. И другие темы. Более 70 тысяч иностранных рабочих из 25 стран были заняты на строительстве объектов Олимпиады в Сочи. Что с ними происходит год спустя? Сергей? Да, Наташа, и год спустя часть трудовых мигрантов продолжают добиваться от госкорпорации «Олимпстрой» своих денег, положенных выплат. Собирается ли Россия выполнять свои обязательства? Мы продолжаем цикл сюжета. В Сочи есть ли жизнь после Олимпиады? Сегодня второй материал. Корреспондент программы «Настоящее время» Андрей Королев о судьбах людей в этой большой игре. Сочинка Светлана Коваленко на протяжении года по собственной воле добивается возвращения 70 миллионов рублей для рабочих из Украины. Ответчиком в бесконечных судах выступает подрядчик государственной корпорации «Олимпстрой» компания «Тоннельдорстрой». Уже нет «Олимпстроя», давно объявлен банкротом «Тоннельстрой», 300 украинских рабочих вернулись ни с чем на родину, а Коваленко продолжает писать во все инстанции. Куда мы только не обращались, но правоохранительные органы 15 месяцев не могут или не хотят проверять полностью. Не установить элементарно дебиторскую кредиторскую задолженность невозможно. Через год после окончания Олимпиады иностранных рабочих в Сочи не сыщешь днем с огнем. Люди разъехались кто куда, так и не добившись возвращения долгов по зарплате. Сейчас немногочисленные мигранты трудятся на частных стройках и стараются не иметь проблем с российским миграционным законодательством. Однако в начале 2015 года сотни рабочих вновь столкнулись с проблемами. Уроженец Узбекистана Шакир Кадыров получил патент в октябре прошлого года. Рабочий не уверен, что власти дадут ему доработать хотя бы до весны. Для патента даже нету денег. Работодатель Шакира Виталий Небейрица тоже не уверен в будущем своего бизнеса. Покидающих Сочи иностранных рабочих заменить неким. Им приходится больше платить за продукты, за проживание. В связи с подорожанием курса доллара они домой не могут отправить нужные суммы. Еще один гражданин Узбекистана Ринат, не ставший называть фамилию, работает в частном садоводческом хозяйстве. Работодатель не успел предупредить его, что действующий по старым нормам патент с января этого года недействителен. Квартиру будешь платить или на документ будешь платить, ничего не останется все равно. Сочинские правозащитники вынуждены признать, Ринат и его товарищи по общежитию должны будут покинуть Сочи уже в ближайшие дни. У большинства срок действия патентов давно истек, на оформление новых у людей нет средств. Органы ФМС, они, как мне кажется, предприняли недостаточно усилий для того, чтобы люди знали об этом. И они выдавали патенты вплоть до Нового года, и многие оказались вне закона. Олимпийская столица, которой вот уже год пытаются придать статус туристической Мекки, рискует остаться вечным недостроем. Андрей Королев, «Настоящее время», Сочи. В России крупные компании с иностранным капиталом все сильнее ощущают влияние кризиса. Так, пивоваренный гигант «Карлсберг» объявляет о закрытии 2 заводов в России, а в компании «Макдональдс», отмечая 25-летие работы на российском рынке, приходят к выводу, что в этом году из-за кризиса экспансию придется приостанавливать. Екатерина Кочкина. 25 лет назад в Москве на Пушкинской площади открылся первый ресторан сети «Макдональдс».
Тысячи жителей выстраивались в многочасовые очереди за неведомыми чизбургерами и гамбургерами, в одночасье ставшими символами падения железного занавеса. В эти дни компания отмечает юбилей и гордится успехами. За время существования сети в России были открыты почти 500 ресторанов. Однако в этом году Макдональдс готовится к спаду продаж в связи с кризисом и резким падением курса рубля. Нужно будет смириться с тем, что покупатель станет другим, покупательная способность будет другой. Возможно, и затратная часть будет вырастать. Но это обычно практика ведения бизнеса во многих странах. Макдональдс планирует в этом году вложить в развитие бизнеса в России 6 миллиардов рублей. Столько же, сколько и в прошлом. Еще одна иностранная компания, датский пивоваренный гигант Карлсберг, объявила о закрытии 2 заводов дочерней компании «Балтика» в Челябинске и Красноярске. Более 260 сотрудников филиала компании в Красноярске остались без работы. Ситуация экономически сложная в стране. И много заводов слишком, а пивной рынок падает сейчас. Общая стоимость компенсационного пакета для бывших сотрудников завода компании в Красноярске составит более 300 миллионов рублей. Руководство компании заявило, что трудоустроить людей не сможет, но им предложили бесплатные семинары. Бывшим сотрудникам будут рассказывать, как искать работу и составлять резюме. Но мы делаем все возможное, чтобы эти люди не остались наедине с этим вопросом. Мы обеспечиваем им очень квалифицированное сопровождение по трудоустройству на следующее место работы. В Карлсберг закрытие предприятия объясняют резким падением спроса. За 6 лет рынок сократился на 24% и еще на 7% в первой половине прошлого года. Из-за экономического кризиса улучшения ситуации в компании не ждут. Закрытие филиала в Красноярске стало для краевого правительства неожиданностью. Сейчас в ускоренном режиме в регионе готовится план восстановления производства на заводе. Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Цена нефти продолжает расти. Марка Brent на торгах в Лондоне впервые с начала этого года преодолела отметку в $56 за баррель. Подорожание эксперты связывают с ожиданием сокращения добычи и массовой забастовкой нефтяников в Соединенных Штатах. Вновь время передавать слово в Вашингтон. Коллеги. Да, Сергей. Резкое падение мировых цен на нефть стало предметом озабоченности в высших кабинетах власти по всему миру, от Пекина до Каракаса. Ведущие эксперты в Вашингтоне попытались ответить на вопрос, кому выгодна и кому невыгодна дешевая нефть, и должны ли США прилагать усилия к тому, чтобы вернуть нефтяному рынку статус-кво. Продолжение темы в сюжете Вадима Оленичева. Участники конференции, собравшиеся в институте Брукингса, являются экспертами по экономике и финансам ведущих нефтяных держав мира – Саудовской Аравии, Ирана, России, Венесуэлы и других. В ходе обсуждения они словно устроили между собой соревнования. Каждый оратор пытался доказать, что страна, которую он изучает, пострадала от падения цен на нефть больше всех. Так, 2/3 товаров, продающихся в Венесуэле, закупаются за границей на средства, полученные от продажи нефти. При этом венесуэльская нефть низкого качества, она тяжелая и богата серой, что требует дополнительной обработки сырья и, соответственно, делает нефтепродукты из него более дорогими. Об этом рассказал на конференции эксперт по Венесуэле, директор латиноамериканских программ в институте Брукингса Харальд Тринкунас. Примерно такую же картину, но уже в Иране, обрисовала специалист по Ближнему Востоку Сюзан Малони. В результате падения цен и санкций, введенных Западом против Тегерана, Исламская республика испытывает сокращение нефтяного экспорта на 20% только за минувший год, а с ним и снижение поступлений в госказну. Не стала исключением и Российская Федерация. По ее экономике тоже сильно ударили западные санкции и резкое подешевление нефти. Как объяснил еще один участник конференции, сотрудник Центра по изучению отношений США и Европы Клиффорд Гэдди, в отличие от других больших нефтяных игроков, Москва не имеет возможности так влиять на мировые цены, как, скажем, страны ОПЕК, что делает ее еще более зависимой от рыночной конъюнктуры. Эксперты не зря так много говорили о негативном эффекте низких цен на нефть. По их утверждению, в условиях экономической глобализации любой затяжной дисбаланс на мировом рынке не выгоден никому. Взять хотя бы Соединенные Штаты. Американцев, естественно, радует тот факт, что горючее сейчас чуть ли не в 2 раза дешевле, чем примерно год назад, около $2 за галлон. Однако падение цен привело к сокращению производства на нефтеперерабатывающих предприятиях в США, и нефтяные компании за последние месяцы уволили десятки тысяч рабочих.
На экономику США низкие цены влияют, конечно же, положительно, так как из-за дешевого горючего у людей остается больше денег на другие покупки. Однако эта выгода нейтрализуется спадом производства и потерей рабочих мест в нефтяной индустрии. Получается, что эти два фактора уравновешивают друг друга. Так что, хотя негативный эффект вряд ли станет потрясением для всей американской экономики, продолжаться он может довольно долго. Общее заключение экспертов таково, что цены на черное золото, если они будут держаться ниже $50 за баррель, грозят нарушить структуру всего мирового рынка энергоносителей, а в таких странах, как Россия, и вовсе создать социально-экономическую нестабильность. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Сепаратисты? Ополченцы. Агитация и пропаганда. Человек. Государство. Эмбарго на поставку. Покупайте свое и усвоите. Порядок. Как разобраться? Все события дня в новом телевизионном проекте «Настоящее время». Громкую победу на престижном американском кинофестивале «Санденс» одержала документальная лента «Русский дятел», которая представляет новый взгляд на причины аварии на Чернобыльской АЭС. Картина совместного производства Великобритании, Украины и США названа лучшим зарубежным документальным фильмом. Репортаж Татьяны Харченко. Эксцентричный киевский художник Федор Александрович – главный герой документальной ленты «Русский дятел». В фильме он расследует причины аварии на Чернобыльской АЭС. По его версии, авария была спланированной, а приказ о взрыве реактора был отдан Кремлем с целью скрыть провал строительства загоризонтного локатора «Дуга» вблизи станции. В Украине власти отказали Александровичу в поддержке съемок, и он обратился к американскому режиссеру Чеду Грассии. Грассия согласился снять фильм, а оператором стал товарищ Федора Артем Рыжиков. Я работал над спектаклем в Киеве, где Федор был нашим художником. Каждый раз, когда у нас был перерыв, он говорил мне: «Ты должен проверить этого русского дятла». Я совершенно не понимал, о чем он говорит. Мой русский не столь хорош. Я думал, что он хотел, чтобы я посмотрел на какую-то птицу в зоопарке. Однако потом, начав разбираться, я узнал, что русским дятлом называли радиосигнал, который использовался во время Холодной войны. На локатор «Дуга», по версии Александровича, советское руководство потратило в 2 раза больше средств, чем на саму АЭС. Но уже в начале 1986 года стало понятно – «Дуга» не заработает. Взрыв на Чернобыльской АЭС, многочисленные смерти и разбитые судьбы – все это, убежден Федор, должно было отвлечь внимание от провала проекта. Этого государства завтра не будет. Не может быть государство вопреки людям. Постепенно события фильма пересекаются с событиями Евромайдана. Федор Александрович убежден, и взрыв в Чернобыле, и Евромайдан, и война – все это осколки советской власти, которая до сих пор не хочет отпустить Украину. Винна система, не люди, и мы повинні... Я считаю, что во всем виновата система. И если люди из этой системы все еще находятся у власти, то их нужно лишить постов, не дать возможности насаждать идеологию. Нельзя играть в игру, которую они предлагают. Американская публика хорошо приняла фильм. Я думаю, такой фильм должен был появиться много лет назад. Эта картина – открытие для многих американцев. Я немного знаю про Чернобыль, но эта лента представила совершенно иной взгляд. Я изучала политические системы посткоммунистических и коммунистических режимов. И во время занятий наши американские профессора рассказывали нам российскую точку зрения. Это было здорово – услышать украинские голоса. Голоса людей, которые живут в Украине и видят все иначе. Картина вызывает смешанные эмоции. От смеха, вызванного эксцентричностью главного героя, до слез сочувствия. После показов зрители не только аплодировали, но и предлагали денежные средства в поддержку антитеррористической операции в Украине. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона и «Радио Свобода» из Праги. Читайте нас, смотрите на сайте currenttime.tv, обсуждайте сюжеты. Сергей, до встречи в эфире завтра. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.